Достар Салем! Сегодня мы с вами вместе прочитаем небольшой текст на казахском языке. Прежде чем начать урок, хочу сказать всем көп рахмет за подписку, за лайки, за комментарий. Если вы не подписаны, подписывайтесь на мой канал, чтобы я дальше для вас могла снимать уроки. Ал енді бастайық. Хочу сделать небольшую рекламу. Я выпустила сборник слов и словосочетаний казахского языка для начинающих, для тех, кто начал изучать казахский язык. Если вы хотите приобрести, можете написать на WhatsApp по номеру 7 707 508 98 35. Стоимость сборника 2800 тенге, с доставкой по Казахстану 4000 тенге. Дания мемлекеті. Дания Европа мемлекеті. Дания өз валютасын қолданады. Дат кроны ең көне қағаз валютасы. Данияда 6 миллионға жуық халық тұрады. Данияда велосипед көп қолданылатын көлік. Велосипед саны автокөліктен 2 есе көп. Мұнда жауын жиі жауады. Елдің әр екінші тұрғыны суда жүзе алады. Мемлекеттік мектепте жүзу сабағы міндетті пән. Дания халқы нан пісіру ісін жақсы біледі. Тәтті тоқаш сататын дүкен өте көп. Олар таңғы 8:00-ден түскі 16:00-ге дейін жұмыс істейді. Нобель сыйлығының 13 лауреаты Даниядан шыққан. Название текста Дания мемлекеті. Слово «мемлекет» переводится «государство». Оно принимает притяжательное окончание третьего лица. Дания мемлекеті, государство Дания. Когда в казахском языке мы говорим название страны, название города, название горы, название моря, реки, озера, всегда мы используем притяжательное окончание третьего лица. Например, Астана қаласы, Оқжетпес тауы, Бурабай көлі. Дания Европа мемлекеті. Здесь тоже мы видим притяжательное окончание мемлекеті. Дания европейское государство. Дания өз валютасын қолданады. Өз переводится свой, қолдану использовать, употреблять. Значит, Дания использует свою валюту. Свою валюту, өз валютасын. Здесь мы видим окончание «с», тоже притяжательное окончание третьего лица. После него стоит окончание, винительное окончание. Қолданады. Қолданады глагол здесь принимает суффикс переходного времени и личное окончание третьего лица, потому что Дания, он – это третье лицо. Дат кроны ең көне қағаз валютасы. Дат кроны. Здесь тоже мы видим притяжательное окончание третьего лица Датская крона. Ең, самый, көне, древний, қағаз, бумага, валютасы. С тоже окончание третьего лица притяжательной формы. Датская крона – самая древняя бумажная валюта. Данияда 6 миллионға жуық халық тұрады. Данияда. Да – это окончание местного падежа. 6 миллионға, ға – это окончание дательно-направительного падежа. Ға, жуық – это около, приблизительно. Халық, народ. Здесь слово тұру переводится как жить. Мы знаем, да, что слово тұру имеет другое значение, как стоять, да? А также она переводится как жить. И в Дании проживает около 6 миллионов человек. Данияда велосипед көп қолданылатын көлік. Данияда тоже стоит в местном падеже. Көп қолданылатын, көп это много, да мы знаем. Қолданылу, глагол применяться. И здесь мы видим суффикс атын. Атын – это суффикс прошедшего времени, но здесь оно используется, выполняет функцию причастия. Қолданылатын, который используется, да, используемый.
Автокөлік, транспорт. Значит, в Дании велосипед. Здесь слово «көп» переводится как самый используемый вид транспорта, да? Значит, много, көп. Оно вот немножко не в прямом смысле используется, да, а вот немножко переносном, да, как самый используемый вид транспорта. Велосипед саны автокөліктен 2 есе көп. Велосипед саны. Сан слово переводится количество, число. Велосипед саны – количество велосипедов. Окончание третье лицо, окончание притяжательное окончание третьего лица. Автокөліктен 2 есе көп. Автокөлік – это автомобиль, автотранспорт. Тен – это исходный падеж, окончание исходного падежа. 2 есе – 2 раза. Көп – много. Значит, количество велосипедов 2 раза больше автомобилей. Мұнда жауын жиі жауады. Мұнда здесь. Жауын – это дождь. Синоним слова жаңбыр. Жиі – часто. Жау – это идти. Осадки, когда идут, выпадать, да? Значит, жау, оно стоит. А – это суффикс переходного времени. И д – это личное окончание третьего лица. Жауада. Значит, часто. Здесь часто идут дожди. Елдің әр екінші тұрғыны суда жүзе алады. Ел, страна, оно стоит в родительном падеже дін, елдің, әр, каждый, екінші, слово екі – это 2, інші – это суффикс, порядковый суффикс, нам дает второй, да, значение, тұрғын, житель, тұрғыны. Елдің тұрғыны, оно связано со словом елдің, поэтому это тоже притяжательное окончание третьего лица. Суда, су, вода, да, это местный падеж, жүзе алады, жүзе алу, уметь плавать, да? Образуется с помощью суффиксов а, е, и, здесь е и алады. Значит, каждый второй житель страны умеет плавать. Мемлекеттік мектепте жүзу сабағы міндетті пән. Мемлекеттік, слово мемлекет, корень, тік – это суффикс. Государственный нам дает значение, да? Мемлекеттік, государственный, мектепте. Те – это местный падеж. Жүзу сабағы, урок плавания. Сабағы, жүзудің сабағы, да? Дың – это скрывается, у нас опускается, поэтому это опять же третье лицо, притяжательное окончание третьего лица. Жүзу сабағы, урок плавания. Міндет – это обязательство, а міндетті будет т нам дает значение, суффикс т, обязательный. Пән – предмет. Значит, в государственных школах уроки плавания – обязательный предмет. Дания халқы нан пісіру ісін жақсы біледі. Тәтті тоқаш сататын дүкен өте көп. Дания халқы. Слово халық мы знаем, да, народ. Нан пісіру ісі. Нан пісіру ісі – это хлебопекарное дело. Тоже здесь видим мы корень слова «с», к нему добавляется окончание третьего лица притяжательной формой потом идет винительный падеж. Нан пісіру ісін, хлебопекарное дело, да? Жақсы біледі, білу – это знать, біледі – знает. Значит, е – это переходное время, д – это личное окончание третьего лица. Жители Дании хорошо знают хлебопекарное дело. Тәтті тоқаш сататын дүкен өте көп. Тәтті мы знаем, да, сладкий. Тоқаш переводится как булочка, пряник. Сату – продавать. Здесь тоже суффикс атын прошедшего времени. Здесь оно выполняет функцию причастия. Значит, где продают, да? Где продают сладкие булочки. Дүкен өте көп. Значит, много магазинов, где продают сладкие булочки. Олар таңғы 8-ден түскі 16:00-ге дейін жұмыс істейді.
Таңғы это переводится утренний, и в этом контексте оно переводится как утра. Түскі это обеденный. Обеденный, и оно переводится в этом контексте как дня, да? Например, 8-ден, 8:00-ден, ден это исходный падеж, түскі 16:00-ге дейін. 16:00-ге, ге это дательно-направительный падеж, дейін нам дает значение до. Істейді, жұмыс істейді, істе корень, и краткий, и д это суффикс, и это суффикс переходного времени, д это окончание третьего лица, личное окончание третьего лица. И переводятся на русский язык, они работают с 8 часов утра до 16 часов дня. Нобель сыйлығының 13 лауреаты Даниядан шыққан. Нобель сыйлығының. Сыйлық в этом контексте переводится как премия, Нобелевская премия, да? Подарок тоже переводится сыйлық. Сыйлық корень, это окончание третьего лица притяжательной формой, ның окончание родительного падежа. 13 лауреаты. Тоже окончание, притяжательное окончание третьего лица. 13 лауреаты Даниядан. Даниядан. Дан это исходный падеж, отвечает на вопрос қайдан, Даниядан. Шыққан, шығу, выходить переводится, да? И в этом контексте қан это прошедшее время, суффикс прошедшего времени, давно прошедшего времени, да? Шыққан уроженец, как родом, человек родом оттуда переводится. Значит, 13 лауреатов Нобелевских премий, уроженцы Дании. Достар, надеюсь, этот урок для вас был полезным. Я вам желаю удачи в изучении казахского языка. Если мои уроки полезны для вас, можете поддержать мой канал донатами. В описании оставлю координаты. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.